В телеграм-канале Совет Республики Национальное собрание Республики Беларусь сегодня анонсирована прямая линия с вами по вопросу совершенствования законодательства в сфере брака и семьи. Абсолютно правильно. Так вот я вас спрашиваю, когда уже мы сможем легализовать однополые браки? Вітаю! Режимные батьки знов показали нам показуху. Наталья Качанова похвалилася, что на прямой линии белорусов хвалявали традиционные семейные каштоўнасці. Яны, белорусы, уносили прапановы, якія будут для чальцоў Совета Республики обовязково корыстными. Вось и я улез со своими прапановами. Глядите, что отрымалось. Я не слышу вашу позицию по однополым бракам. Игорь Иванович, я вам рекомендую обратиться по направлениям деятельности государственных органов, в том числе комиссии Совета Республики, парламента, Нижней палаты. А вы какой компетенцией занимаетесь? Вы лично? Поэтому я не буду с вами спорить. Ну вы какой-то бесполезный. Еще раз, да, люди на проводе с очень важными вопросами, когда вы будете... А это не важный вопрос, да? У нас сколько геев в стране, лесбиянок, вы знаете? Об однополых браках, которые уже у нас предопределены, судьба предопределена однополых браков, вы все знаете. И какая у них судьба? Какая у них судьба? Какая судьба? Откройте интернет, откройте тему. Нет, вы меня не посылаете в интернет. У вас сегодня прямая линия, и вы у нас законодатель, да, государственный строитель. Игорь Иванович, приходите, мы 6 часов будем философствовать, приемные дни, пожалуйста. Когда однополые браки разрешат в Беларуси официально уже? Никогда. Почему? Ну, это не те ценности, которые прививаются в Беларуси. В Конституции написано, что брак, семья – это брак между мужчиной и женщиной. И я считаю, это правильно. Ага, понятно. А что же нам делать со знаменитыми нашими геями-земляками тогда? Ну, вопрос не ко мне, если у вас есть такие коллеги. Ну, у нас с вами есть. Например, в Могилеве открыли мемориальную доску в честь Бориса Моисеева. Но он же не является жителем Республики Беларусь. Он наш земляк, мы гордимся им. Он столько принес добра нашей Беларуси и людям вообще. Вот, поэтому что еще вам ответить? Поэтому я бы вот хотел, чтобы узаконили однополые браки, потому что это вообще-то дискриминация по половому признаку, если вы не в курсе. Вот. Я с этим не согласен. Ну почему вы такой категоричный? Вы же, это же не ваше мнение учитывается, а мнение народа. А народ хочет, чтобы это было легализовано. Но мнение народа в Конституции прописано. Да, я хотел бы легализации проституции и открытия публичных домов. Ну, это тоже невозможно у нас в Беларуси. Как? Это невозможно, если у Лукашенко эскортницы одна краше другой. Это живые деньги. Опять-таки, вы несколько реалий и существующую ситуацию неправильно интерпретируете. А как правильно интерпретировать Колю Лукашенко? Поэтому я считаю, что если есть еще какие-то конкретные предложения, вы можете их оформить в письменном виде и направить. Понятно. Иван Иванович, вы же за традиционные ценности? Определенный ответ, да. Я так понял, что вы лютый натурал, но объяснить, почему хорошо изменять своей жене законной, вы мне не можете. Значит, подготовьте свое обращение в письменном виде, направьте, и вы получите соответствующий ответ. Лена Олеговна, а вы в традиционных ценностях разбираетесь, белорусов? Давайте сейчас вы по традиционным семейным ценностям что-то хотели бы спросить, либо хотели предложить. Ну, я бы не прочь многоженство, чтобы тоже легализовать. Это ваше предложение. Да. Еще раз говорю, на данный момент это ваше личное мнение, это ваше личное предложение. Наше гражданское общество выразило единое мнение, что нашей стране такие взаимоотношения не присущи и чужды. Ну вот у нас же есть яркий пример, как Александр Лукашенко, который Иван Олегович, я не вступаю сегодня в дискуссию и обсуждение. Непонятно Спасибо от кого. огромное за откровенную беседу. Всего Пожалуйста. вам хорошего. Все предложения ваши мы ждем письменно. С чем связана ваша инициатива? С тем, что я наблюдаю, как ведет себя наш президент Александр Григорьевич. Он заводит новых женщин,
будучи неразведенным, и у него и появляются дети не от главной жены. Угу. А скажите, а вы в браке? Да, разведен. А дети есть у вас? 2 детей есть, да. И еще 2 от другой женщины. Ну ясно. То есть вы больше о себе, правильно, Игорь Владимирович? Ну, как бы я стеснялся всегда этого, а теперь посмотрел, что не я один такой. Поэтому было бы хорошо узаконить это все. А деткам помогаете? Да. А женщины были бы согласны? Слушаем. Вы считаете, что наши белорусские женщины, вот Светлана Петровна дополняет, Готовы быть замужем за одним мужчиной? Ну, так надо как-то законодательным образом повлиять на это, чтобы они соглашались. Заставлять получается? А что тут такого? На субботнике же мы выходим по разнарядке, по указке сверху. Ну и тут тоже будем борщеваться. Да, Игорь Владимирович, мы вас услышали. Так вам понравилось? Спорный вопрос. Ну, спорный, Ну, пример у нас каждый день. Вот Коля Лукашенко, уже он же от кого-то же, да? А мы... Не обсуждаем ваши вопросы, и как бы вы предложили его, мы его себе записали, будем и передадим в Совет Республики. Все остальное, как бы, нет у нас полномочий обсуждать в полю, не в полю, поэтому давайте... Ну, это же народный наш президент, как мы не имеем права обсуждать? Он же пример нам показывает. Ваш вопрос мы себе записали и, соответственно, в карточку обращения тоже занесли. Ладно, а Владимира Михайловича нету, да? Может, он со мной будет более солидарен? Мы Владимиру Михайловичу все карточки конечно же, передадим, потому что он сейчас вот как раз поднимается в воздух, срочная командировка. Понятно. А у него одна жена? Конечно. Точно? Точно. Ну, не знаю, конечно. Зразумела, што нам нічога не зразумела. Таму я пагаварыў з гендернай эксперткай Ірынай Сідорскай і з беларускай лесбійкай Настай Базар. Прыемнага прагляду, занатоўвайце, а я з вамі развітваюся да наступнага эфіру. Пакуль. Ці хочаш ты афіцыйна пабрацца шлюбам у Беларусі? Конечно. Якая гэта будзе карысць грамадству нашаму? Грамадству? А я павінна прыносіць карысць грамадству. Я чалавек, я грамадзянка Беларусі, і я маю права мець такія самыя правы, як ва ўсіх. І таму, калі я хачу абрацца шлюбам з маёй жонкай і мець афіцыйна дакумент беларускі, што ў мяне сям'я з жонкай, я не разумею, чаму гэта павінна прынесці карысць грамадству. Але гэта прынясе карысць грамадству, таму што на дадзены момант у нас сітуацыя такая, што кожны год у нас адсотак разводаў больше, чым адсотак бракаў. Гэта афіцыйная статыстыка. Таму што я не разумею, чаму няма неўзаконены аднаполыя шлюбы. І калі я размаўляю на гэту тэму і чую пра традыцыйныя каштоўнасці альбо пра тое, што аднаполыя пары не могуць нарадзіць дзяцей, таму гэта не натуральна, і яны не маюць права з-за гэтага быць сям'ёй, тады ў мяне пытанне, а што мы будзем рабіць з даволі вялікай колькасцю людзей, якія, напрыклад, маюць бесплоддзе і таксама не могуць фізіялагічна стаць мамамі і татамі. Чаму тады гэтым людзям можна пабірацца шлюбам, а мне нельга? Да, безусловно, в Беларуси есть представители и представительницы ЛГБТ, и, как и все другие люди, они тоже влюбляются и, наверное, тоже бы хотели бы заключить брак. Еще раз говорю, что для демократических стран это обычно не проблема, то есть права человека, которые действуют для всех людей, независимо от их сексуальной ориентации. Я вот из деревни, я вам скажу, чего опасаются наши простые люди. Они опасаются, что насмотрятся на геев и станут такими же. Нет, точно этого не надо бояться, потому что стать представителем или представительницей ЛГБТ-комьюнити невозможно ни из-за какой пропаганды. То есть люди рождаются с такой сексуальной ориентацией. А если человек родился с другой сексуальной ориентацией, но как ему не показывай или ей, как не пропагандируй, но человек не поменяет
свою сексуальную ориентацию. Детям точно так же. Это абсолютно как бы неинтересно. Наоборот, наверное, взрослые своим вот таким непонятным отношением к такого рода проблемам, они, наверное, повышают интерес детей и подростков. Калі вы боитесь, что ваши дети убачаць аднаполыя стасункі і стануць ЛГБТК, то просто пасля гэтага пакажыце ім гетэрастасункі, і яны зноў стануць гетара. Ну, таму што па гэтай логіцы она так працуе. Звоню милиционерам, они мне называют, что я живу в заднепроходной стране. Что это такое? Это пропаганда чего? Ну, это скорее, я бы сказала, что это, грубость, это невежество. Это ж кто-то их научил. Ну, да, очень важно, как ведут себя и что говорят руководители страны. Это важно для граждан как бы любого государства. И поэтому многие идеи, да, идут сверху, и люди повторяют то, что говорят самые главные руководители. Ты можешь померить, якими критериями меряются традиционные каштоўнасці? Традыцыйныя каштоўнасці – гэта сістэма патрыархату, гэта сістэма, дзе жанчына ідзе за мужчынам, дзе мужчына галава сям'і. І для мяне, это то, што мы чуем. Але давайте паглядзім на факт. Якая у нас традыцыйная сям'я ў Беларусі? Гэта сям'я, у якой ёсць здрады, у якой ёсць стасункі на баку. Просто яны неафіцыйныя, яны не публічныя, таму нібыта гэтага няма. Дзе ёсць дзеці, народжаныя па-за шлюбам, у чым я, напрыклад, не бачу праблемы, калі гэта будзе ўсё па дамоўленасці паміж людзьмі. Але афіцыйна таксама гэтага няма. І дзе ў нас ёсць велізарны проста адсотак хатняга гвалту. Вось што такое насамрэч цяперашняя традыцыйная каштоўнасць у Беларусі. Гэта сістэма прыгняцення, гэта сістэма кантролю, гэта сістэма, якая не працуе, и это показывает, что оно не працуе. Традиционные ценности подходят традиционному обществу. Скажем, обществу аграрному или там индустриальному. Но Беларусь – это современная страна с современной экономикой. Это постиндустриальное государство с экономикой услуг. И даже на уровне логики, мне кажется, у современного государства должны быть современные ценности. А вот действительно, что понимают чиновники под традиционными ценностями, мне кажется, для них это средство манипуляции общественным мнением, потому что, понятно, что мы все хотим иметь там крепкую семью, чтобы дети росли в любви, чтобы там супруги любили и уважали друг друга. Но это возможно и в современном обществе, и для этого не обязательно возвращаться в прошлое. Ці можем мы дазволіць сваім дзецям быць такімі, якія яны ёсць насамрэч? Тут пытанне другаснае, бо першаснае пытанне, ці можам мы сабе дазволіць быць такімі, якія мы ёсць. Калі гэта не парушае межы іншых людзей, калі гэта не з'яўляецца фізічнай небяспекай другіх людзей, калі гэта ніякім чынам не з'яўляецца небяспекай ні для эканомікі краіны, ні для папуляцыі краіны, ні для чаго, тады я ввогуле не разумею, чаму мы про гэта кажам, якая тут может быть пагроза. У нас есть пример яркий, это Александр Лукашенко, который непонятно с кем живет в плане жены и непонятно от кого берутся у него дети новые. Так вот, это пропаганда чего? Да, я согласна с вами, что люди, которые находятся наверху власти, они вообще-то должны жить в соответствии с теми ценностями, которые они с высоких трибун провозглашают. А здесь получается, что как бы и Александр Григорьевич, и там другие люди, они учат белорусский народ, как надо жить, но сами, в общем-то, они никак не являются образцом вот этой самой традиционной семьи, традиционных ценностей и так далее. Но, к сожалению, это такая привычная проблема для Беларуси. То есть верхи говорят народу, как народ должен поступать, но сами они, в общем-то, не стремятся жить по тем канонам, которые они провозглашают. Я упэўнена, что там есть не только Коля, это больше, чем верагодна, але показали только Колю. Чему не показали его маці? Потому что яна ў гэтай пиар-кампании не патрэбна. Патрэбен дзіцёнак і паказаць, як Сталін любіць дзяцей, да, то самае, як вось які добры бацька, да. А што гэта дзіцёнак не ад жонкі, дык это як у ўсіх. І вось гэта, мне здаецца, гэта таксама пра вось гэта метадычку дыктатара. Я такі самы, як вы, гэта адгукаецца людзям падсвядома, такі самы мужик. Так я оказывается, не дрэнны, што я тут
жонцы здраджваю, і што ў мяне там дзеці ёсць пазашлюбныя. Я такі самы, як прэзідэнт. Ну так нормально, свой чувак.